Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире Якутия Лайф, эксперты о главном. В этой программе мы вместе с экспертами и лидерами мнений обсуждаем актуальные темы, которые волнуют жителей нашей республики. С вами Ирина Ефимова. Сегодня в России отмечают День науки. Этот праздник не обошел стороной и Якутию. Дни открытых дверей, лектории, студенческие конкурсы и многое другое. Наука в республике активно развивается. На сегодняшний день Якутия – это крупнейший научный и образовательный центр на северо-востоке страны. 24 научные организации, 17 исследовательских институтов. Потенциал республики впечатляет. Освоение природных богатств, индустриальное развитие региона и многое другое стало возможным именно благодаря прикладным научным исследованиям якутских ученых. При этом в республике ведутся и фундаментальные исследования. В современном быстро меняющемся мире перед учеными стоит вопрос, что важнее – фундаментальные или прикладные исследования? С одной стороны, прикладные разработки улучшают жизнь простых обывателей, с другой – без фундаментальных исследований наука не развивается. Так что же важнее? Давайте разберемся. Тема нашей программы – будущее якутской науки, фундаментальные или прикладные исследования. В якутской науке есть чем гордиться. Открытие и освоение месторождений мирового масштаба, создание системы глобального климатического мониторинга. При этом ученые республики остаются непревзойденными специалистами по вечной мерзлоте. Однако наука не может развиваться без поддержки со стороны федеральной и региональной власти. Это касается и молодых ученых. В России таланты всегда найдут себе применение. Так, в прошлом году 3 молодых исследователей Северо-Восточного федерального университета стали победителями конкурса президентских грантов. Давайте узнаем, как еще в Якутии поддерживают молодых специалистов, а также какие научные направления сейчас самые перспективные у директора Арктического научно-исследовательского центра Академии наук Республики Саха Юрия Шипицына. Здравствуйте, Юрий Александрович. Добрый день, Ирина. Скажите, пожалуйста, какие научные направления развиваются сейчас в Якутии? Можно ли сказать, что у науки в Якутии свой колорит? Но все-таки и климат, и география. Тут надо сказать, вернуться немножко назад в историю, наверное, да, и сказать, что в 1925 году далеком у нас в Якутии прошли фундаментальные исследования, которые касались как раз комплексного развития территории республики. Эти исследования были инициированы тогдашним молодым правительством Якутии и определили основные направления деятельности в тот момент. Именно тогда начал развиваться Якутский научный центр, и определяющим было как раз развитие территорий. На сегодня эта тенденция сохраняется, но имея очень серьезный потенциал, который, если так посчитать, в 2025 году будет 100 лет, мы двигаемся дальше. То есть и фундаментальные, и прикладные исследования представлены в полной мере. Я бы тут хотел сказать, что наука — это прежде всего сфера деятельности человека, которая направлена на исследование объективности, что ли, действительности, того, что происходит в нашем мире. Фундаментальные и прикладные исследования, они друг друга дополняют. Фундаментальные исследования — это все-таки исследование действительности, объективности, и зачастую носят более теоретический и глобальный характер. Прикладные исследования, они, конечно, призваны реализовывать те необходимые востребованности, так как назовем, которые необходимы для сектора реальной экономики, для населения, и прежде всего именно имеют такую востребованность реализации, ну, скажем так, в нашей с вами жизни. В соответствии с этим и формируется так называемый госзаказ, который у нас на сегодня имеет и институты Федерального научного центра, и институты, которые не входят в Федеральный научный центр, и республиканские институты, ну, основными из которых, конечно, является Академия наук и наш Арктический научно-исследовательский центр. Цели, задачи, они понятны и поставлены. На сегодня существует перечень тех направлений, которые осуществляют федеральные институты. И ну, тут, если целиком углубляться, это довольно большой спектр проблем, который, конечно же, начинается о науках о земле, экологии, институтов, которые касаются социальных проблем, экономических разных направлений. Ну, это долго можно рассказывать. То, что касается республиканских направлений деятельности, это прежде всего те интересы, которые касаются региона.
то есть Республики Якутия в целом. То есть они тоже подразумевают и фундаментальные исследования, прежде всего, и прикладные научные исследования. Они обеспечивают те требования, которые предполагают реальные сектора экономики. Если их перечислять, то это, наверное, долго, но назвучу основные из них. Это, наверное, те направления, которые касаются истории и культуры развития Якутии. Это начиная с археологии и заканчивая очень интересный труд, который касается истории Якутии, языковые направления. С точки зрения прикладных научных исследований мы здесь имеем и комплексные научные исследования, направленные на решение различных экологических проблем, и в том числе продолжение комплексных исследований, которые касаются развития производственных сил, территориального определенного развития. Здесь мы имеем уже более детальные исследования, проводимые, допустим, в прошлом году нашим центром. Это реновация поселка Чакурдах, очень востребованная тема. Это развитие наших арктических регионов и с точки зрения в том числе рыбохозяйственной, сельскохозяйственной деятельности, на самом деле близкое и что очень важно. Ну и, конечно, проведение определенных мероприятий, определение таких факторных необходимых вещей, как экспертиза, то, что проводит и наш центр, и Академия наук Республики, и то, что проходит в рамках популяризации науки. Это теперь такое модное отчасти слова, да? Но оно необходимо. Почему? Потому что мы имеем определенные необходимости в развитии отрасли. Почему? Потому что, несмотря на то, что наука — это надотраслевой такой сектор экономики, он все равно требует развития, поэтому очень важно в этом отношении иметь, скажем так, кадровый резерв, так это назовем. Спасибо большое. Следующий вопрос у меня был про то, какие глобальные задачи, как сейчас принято говорить, вызовы, челленджи, да, стоят перед якутской наукой, но мне кажется, вы частично обозначили, если есть что добавить. Здесь мы видим, смотрите, самое главное направление — это прежде всего стратегия. Стратегия развития Российской Федерации научно-технологического, которая говорит нам о основных направлениях нашей деятельности с точки зрения выхода на определенный уровень. Это, конечно, и вхождение в пятерку до 2024 года, в пятерку ведущих научных государств, которые имеют такой определенный уровень. Это создание определенных научных платформ, которые позволяют за счет научно-технологического развития двигаться экономике вперед. Как я уже сказал, что наука — это прежде всего все-таки структура, точнее, или отрасль, которая позволяет развиваться государству и экономике в целом. Кроме этого, мы, конечно, безусловно, имеем перед собой стратегический документ, который называется «Национальный проект «Наука», который тоже нас ко многому обязывает, и согласно этих всех направлений мы будем, согласно задаче проекта «Наука», национального проекта «Наука», мы должны обеспечить определенные действия. У нас существуют внутренние документы, которые касаются непосредственно нашего региона. Это, самое, наверное, основное, это основное направление деятельности, которые касаются региона, как развитие региональной науки, я так думаю. И, безусловно, это послание главы в рамках декабрьского послания, где мы должны будем отвечать на вызовы современной ситуации. Это разработка и безопасного жилища. Это вообще довольно такой многофакторный документ, который позволяет нам и обязывает нас разработать такие направления, которые позволили бы нашему населению, нам в условиях определенных ограничений, которые касаются и условий проживания, и удаленности, и многих этих всех условий, жить качественно и довольно комфортно. И кроме этого, мы, безусловно, должны участвовать в развитии федеральных программ, которые касаются, начиная от Северного морского пути и кончая развитием арктических территорий в рамках стратегии развития Арктики и Российской Федерации. Спасибо. Спасибо, Юрий Александрович. Я вам поздравляю вас с праздником и желаю удачи в Год науки. Спасибо вам большое.
Якутская наука занимается исследованиями, которые без всяких сомнений можно назвать уникальными. Так, вечная мерзлота занимает всю территорию нашей республики. И якутские специалисты по вечной мерзлоте – одни из лучших в мире. Мы связались с кандидатом географических наук, заместителем директора по научной работе Института мерзлотоведения имени Мельникова Сибирского отделения Российской академии наук Александром Николаевичем Федоровым. Здравствуйте, Александр Николаевич. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, какие научные проекты сейчас реализуются в Институте мерзлотоведения и какой вклад в российскую науку внес институт в последние годы? Наш институт работает по двум направлениям науки. Это первое, это эволюция крилитозоны под воздействием природных и антропогенных факторов. И второе, тепловое и механическое воздействие инженерных сооружений с многолетними мерзлыми породами. Вот эти два направления, в двух направлениях мы работаем, разные проекты у нас. Например, там изучаем эволюцию мерзлотных ландшафтов крилитозоны, береговую и подводную мерзлоту, строение и возраст формирования крилитозоны, геотемпературное поле и его трансформацию и функционирование природно-технических систем в крилитозоне. И вот это у нас базовые проекты, это значит, это фундаментальная наука. И мы в рамках этих фундаментальных работ много тоже занимаемся прикладными разработками. Например, если по объектам посмотреть, например, газопровод Сила Сибири, автодороги, железные дороги Якутии и так далее. Энергоснабжающие объекты, градостроительство. По таким темам мы работаем. Если говорить о вкладе в российскую науку за последние годы, тут нельзя говорить, наверное, просто это институт мерзлотоведения, только они сами сделали что-то, какой-то вклад, будем говорить, и в российскую, и мировую науку. Все знаете, что наука сейчас интегрирована. Мы работаем в кооперации совместно с многими российскими институтами, университетами и с мировыми, с учеными других стран. И, конечно же, наши вклады, мы вносим свой вклад в эти решения общих проблем. Например, по эволюции многолетних мерзлых пород под воздействием изменений климата и антропогенных воздействий. Это мировая проблема. Здесь мы работаем с немецкими, корейскими, японскими, американскими, китайскими учеными. Конечно же, и с российскими нашими коллегами. Конечно, здесь мы даем свой вклад в эту проблему. Например, дальше. Новые типы конструкций свайных фундаментов тоже работают по всему миру, но наши ученые тоже работают по этой проблеме и вносят свой вклад. По математическому моделированию крилитозоны шельфа, это подводная крилитозона арктических морей. Здесь тоже, я считаю, что вклад института тоже большой. И то же самое мы можем говорить, что как показать современную крилитозону, как представить и так далее. Для этого нужна хорошая методика картографирования, и наши ученые работают по разработке этой методики. И тоже по многим этим проблемам наши ученые ездят за рубеж и на конференциях выступают, работают приглашенными профессорами
И, ну, короче, вот делимся мы вот по всем этим проблемам со своими коллегами. Вот я так бы вот охарактеризовал нашу основную работу. Что, на ваш взгляд, в приоритете для российской науки и как география и климат влияют на ее развитие? Конечно, мы занимаемся много практическими делами. И наука везде, не только у нас, и везде занимается практическими делами. Но, однако, от нас никто не списывал решение фундаментальных задач. Потому что, ну, то, что вот я основные направления наши вот рассказал, и, конечно же, в этом направлении мы в фундаментальных исследованиях, конечно же, для мирового уровня мы работаем достаточно, я считаю, что достаточно хорошо. Потому что изучая практические дела, мы изучаем и теоретические. Конечно, кто изучает вечную мерзлоту или природные какие-то вот эти аномалии, какие-то вот эти ландшафты какие-то уникальные, они собирают, вот, они обязательно хотят посетить вот Якутск. Ну, не только институт мерзлотоведения, но у нас есть институты, много институтов, которые занимаются, конечно же, вечной мерзлотой. Это то, что я отвечаю на ваш вопрос о географии. Конечно, наши институты географически привязаны к вечной мерзлоте. Даже у нас институт биологии называется Институтом биологических проблем кириллитозоны. Это вот как раз это вот географизм. То же самое институт горного дела. Он занимается вот разработкой месторождений полезных ископаемых в криолитозоне. Конечно же, вот так. Вот проблемы, конечно, с географией очень связаны. И то, что связано, например, вот потепление климата. Потепление климата – это же географическое явление. И, конечно, все институты, даже включая Институт гуманитарных исследований, они все же изучают вот, адаптацию, например, к потеплению климата, адаптации человека, адаптации экономики, адаптации социальных проблем и так далее, и так далее. Вот все это, конечно, связано с географией. Спасибо большое. Настоящая гордость якутской науки, известная на весь мир Надежда Тарабукина и Михаил Неустроев. Именно они открыли якутский штамм бактерий Bacillus subtilis. Сегодня с нами на связи ведущий научный сотрудник, кандидат ветеринарных наук Якутского научно-исследовательского института сельского хозяйства имени Сафронова Марфа Скрябина. Она поможет нам разобраться, почему это открытие считается эпохальным. Здравствуйте, Марфа Павловна. Расскажите, пожалуйста, в чем принципы пользы этого открытия и как оно повлияло на сельское хозяйство Якутии? Препарат Сахабактис субтил разработан давно, в 2000 году. Это не БАД, это лекарственное средство для животных. Препарат разработан на основе бактерий Bacillus subtilis, выделенных из мерзлотных почв Якутии. В настоящее время ученые всего мира занимаются поиском микроорганизмов, обладающих широким спектром действия. Чем экстремальнее условия существования микроорганизмов, тем у них выше проявляются биологические активности. Штаммы бактерий Bacillus subtilis обладают широким спектром биологической активности. Они индуцируют эндогенный интерферон, который помогает повышению иммунитета, поэтому его можно использовать при вирусных болезнях. Он обладает бактерицидной активностью, вырабатывает множество ферментов,
такие как протеаза, амилаза, ксиланаза, фруктозилтрансфераза, нормализуют кишечную микрофлору. Поэтому в перспективе нужно исследовать эти штаммы бактерий для разработки медицинского препарата. Доклинические испытания уже проведены, они проведены в Пущинском научном центре. Поэтому мы предлагаем нашим медикам провести вот такие исследования этих штаммов. Спасибо большое. На дворе 21 век информационные технологии играют в нашей жизни огромную роль. Якутия идет в ногу со временем и тоже ставит на развитие IT-сектора. В этом республика преуспела. Якутские разработчики известны на весь мир. Важным толчком в развитии отрасли стало создание 8 лет назад в Якутии собственного технопарка. Он дал путевку в жизнь многим высокотехнологичным компаниям. А мы связались с заместителем директора технопарка Якутия по инновациям Элеонорой Винокуровой. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о целях создания парка, удалось ли их достичь за 8 лет работы, и как сейчас парк помогает развивать инновационную деятельность в регионе? В конце этого года мы будем отмечать наше десятилетие, то есть указ о создании технопарка вышел в декабре 2011 года. Так что у нас будет 10-летний юбилей уже нашего технопарка. Сейчас уже не секрет, что драйвером для экономического роста являются инновации и, собственно, человеческий капитал. Технопарк, являясь основным институтом развития инновационной экономики и, собственно, ядром этой нашей инновационной экосистемы, играет непосредственную роль в развитии наших технологических стартапов. И вот еще с позапрошлого года у нас в нашей инфраструктуре появился IT-парк, который занимается конкретно цифровыми проектами. Спасибо. Скажите, а может ли технопарк конкурировать со Сколково или стать в своем роде своим Сколково для Якутии? Мы не конкурируем со Сколково, мы являемся региональным оператором фонда Сколково с прошлого года. И резиденты, которые находятся на территории Республики Саха-Якутия, являясь, опять же, резидентами фонда Сколково, могут уже не выезжать за пределы республики, собственно, на территории фонда Сколково, а находиться у нас в Якутске, либо в нашем филиале в городе Нерюнгри. Спасибо, всего доброго. Много увлекательных и полезных идей от наших якутских изобретателей были представлены на 9-м международном форуме инновационного развития «Открытые инновации». Мы решили связаться с одним из участников форума. С нами на связи руководитель отдела по развитию компании «Цайберия» Юрианна Захарова. Здравствуйте, Юрианна. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о вашем проекте и о его потенциальной пользе. Вообще основной деятельностью нашей компании является разработка программ обеспечения анализа медицинских изображений, РТ, МРТ и рентгенограмм с применением технологий машинного обучения. Компанию мы основали в январе 2019 года с командой опытных врачей и программистов. На данный момент нами разработано и протестировано программное обеспечение с технологией искусственного интеллекта и алгоритмами автоматизированного анализа исследования компьютерной томографии органов грудной клетки на выявление вирусной пневмонии, ассоциированной с COVID-19. Система у нас называется IRIS, то есть интеллектуальная радиологическая информационная система. Это система поддержки принятия врачебных решений для анализа медицинских изображений с помощью искусственного интеллекта. Сейчас решение наше состоит из 5 частей. Это система хранения изображений IRIS-PACS, которую мы разрабатываем как систему с открытым исходным кодом, модуль скрининга COVID-19, модуль скрининга тромбоэмболии легочной артерии и модуль скрининга образования в легких по стандарту Ланкрац. Модуль нашей нейронной сети с точностью 96% выявляет вирусную пневмонию и с высокой чувствительностью и специфичностью отличает ее от других типов пневмонии, решает проблемы сортировки пациентов по классификатору КТ-04, а также с высокой точностью определяет процент патологических изменений в легочной ткани при вирусной пневмонии. Таким образом, наше решение сокращает нагрузку на врача,
то есть за счет автоматизации рутинных процессов, и позволяет сократить время анализа одного исследования до нескольких минут. Интересная разработка. А с кем вы сейчас уже сотрудничаете? И есть ли перспектива выхода на международный рынок? Да, вот на данный момент в нашей компании успешно проводятся пилотные проекты в 15 медицинских организациях Республики Саха-Якутия. В процессе пилота доказана эффективность системы, проанализировано более 10 тысяч исследований РКТ грудной клетки и выявлено более 1500 исследований с подозрением на вирусную пневмонию. В планах на международный рынок, в планах у нас есть, да, перспективы выхода на международный рынок. В данное время у нас ведутся переговоры с Сахалином, Камчаткой, Красноярским краем, Кыргызской республикой и со Свердловской областью. И хотелось добавить, что, учитывая сложную ситуацию, связанную с ковидом в мире, мы многие части программного обеспечения, именно в частности модуль скрининга COVID-19, передаем государственным медицинским организациям на безвозмездной основе. Это с нашей стороны получается небольшой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией. Что ж, очень здорово и очень похвально, что, получается, наши врачи могут пользоваться, да, абсолютно бесплатно вашей разработкой. Спасибо большое. За время пандемии жизнь в мире замедлилась, но только не для ученых и изобретателей. 2020 год дал им возможность сосредоточиться на своих идеях, задачах и найти прорывные решения. Новые проекты и энтузиазм исследователей определенно сделают нашу жизнь лучше и безопаснее. В ноябре 2020 года на общем собрании Российской академии наук было принято важное решение для якутской науки. Якутские ученые были избраны членами-корреспондентами РАН, Российской академии наук. Что изменилось для якутской науки? Узнаем у доктора технических наук, члена Академии наук Республики Саха Валерия Лепова. Валерий Валерьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня мы в программе много говорили о прикладном характере якутской науки, о возможном доминировании практических исследований и большем к ним интересе. Вот так ли это и какое у вас мнение на этот счет? С изменением климата связана, естественно, деградация мерзлоты и проблемы с инфраструктурой. То есть идет деградация и магистральных трубопроводов, и зданий, и техники. Эти проблемы, они были раньше, но сейчас они усугубились в связи с экологическими некими проблемами, которые стоят из-за глобального потепления. Еще есть некие проблемы переходного периода. Мы сейчас переходим в новую реальность, да, когда одно поколение сменяется другим, одни технологии сменяются другими, и вот один порядок вещей становится совсем другим. Вот этот переходной период тоже надо очень обдуманные, рациональные подходы применять. А некоторые пытаются применять старые, некоторые сразу переходят на новые. И вот между ними, к сожалению, не сохраняется каких-то рациональных решений. Естественно, нужен подход физико-математический и технический, то есть технологический, чтобы выйти на какие-то прикладные разработки и методики. То есть нужно и академическую науку, и университетскую объединять. Но они должны отдельно работать. Дело в том, что институты академические, они работают в основном над фундаментальными проблемами. Тогда как внедрять уже готовые разработки, больше готова университетская наука, там больше рабочей силы. Это студенты, магистранты, те инженеры, сотрудники, которые преподают одновременно, могут сразу все внедрять. Я правильно поняла, что вы считаете, что университетская наука, она более прикладной характер носит, чем академическая? Она не то, что более прикладной характер, она не может просто заниматься глубокими академическими исследованиями, фундаментальными. Просто она должна вести образовательную деятельность. Образовательная деятельность – это доведение того задела большого, который уже совершен наукой и уже готовый он. Его нужно довести до студентов, чтобы они знали и развивали его дальше уже в стенах академических университетов, где есть оборудование, где есть научные школы. А говорить об этом в университете очень трудно и решать такие проблемы фундаментальные. Поэтому, да, мне кажется, там легче реализовывать прикладные разработки. И для этого нужна прямая связь с промышленностью.
Вот в рамках каких-то объединений, это или консорциум, может быть, да, или научно-образовательный центр, вот это уже начали делать. Спасибо, Валерий Валерьевич. Думаю, что в год науки и технологий обратят внимание. Спасибо. Да, До свидания. Надеюсь, спасибо. Мы поговорили сейчас с ярким представителем фундаментальной науки, ученым, чьи взгляды отражают академический подход к теме. Но что же служит мостом между фундаментальной наукой и практикой? Это, конечно, бизнес. Компании, способные зарабатывать на научных достижениях, это именно тот фундамент развития, на котором стоит современная экономика. С нами на связи человек, который сумел соединить в своем проекте науку и практику. Уроженец небольшого города Вилюйск в Якутии Игорь Прокопюк является сейчас гендиректором сколковской компании «Русгеотех». Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о своей компании, как ваши разработки используются в Якутии. Компания «Русгеотех» является производителем термометрического оборудования. В 2018 году при поддержке фонда Сколково нами был разработан программно-аппаратный комплекс для автоматизированного мониторинга многолетней мерзлоты. Этот программный комплекс представляет собой совокупность измерительного оборудования, оборудования для беспроводной передачи данных и программного обеспечения, которое является ядром этой системы, поскольку задача мониторинга – это не только собрать данные, но и, естественно, их обработать и принять на основании этих данных какие-то решения. В настоящее время система автоматизированного мониторинга используется в Ямало-Ненецком округе и в Красноярском крае, но с конца 2019 года мы развернули систему в одном из микрорайонов города Якутск. Сейчас система работает в тестовом режиме, и она позволяет вести непрерывный мониторинг за основаниями жилых домов. Это необходимо делать в связи с тем, что объекты, расположенные на многолетней мерзлоте, они достаточно сильно влияют на нее, и под воздействием тепла мерзлота начинает деградировать или попросту таять. И последствия такой деградации, они могут быть катастрофическими. Собственно, авария в Норильске это показало, и ущерб, конечно, который был нанесен в результате этой аварии, он еще долгое время, я думаю, будет устраняться. Спасибо. Это действительно важная технология, ведь таяние вечной мерзлоты – это проблема и угроза как для жилых домов, так и для предприятий, как было сказано. То есть можно сказать, что технологии вашей компании, можно ли сказать, что технологии вашей компании – это симбиоз фундаментальной и прикладной науки? Да, действительно, вы подобрали очень верное слово «симбиоз». Безусловно, основываясь на знаниях фундаментальной науки, нам удалось разработать прикладные решения для задач мониторинга. И могу сказать, что сотрудники компании, они продолжают заниматься научной деятельностью в том числе. У нас сейчас трудятся 2 кандидата наук, и один из кандидатов уже задумывается о написании докторской диссертации. И также 2 аспиранта у нас работают, которые в настоящее время пишут свои работы. Кроме этого, Русгеотех сотрудничает с Московским университетом. Для геологического факультета мы оборудовали полигон, на котором развернули наши системы, как проводные, так и беспроводные, и передали программное обеспечение на кафедру с тем, чтобы студенты могли ознакомиться с тем, какое в настоящее время используется оборудование на практике, как осуществляется мониторинг, чтобы они могли свои теоретические знания подтвердить решением практических задач. И мне бы хотелось, конечно, и выйти с подобной инициативой к руководству Северо-Восточного университета. Я думаю, что на следующей неделе мы такое письмо направим. Вот. Потому что чем больше мы вкладываем в развитие наших кадров, да, чем больше мы помогаем студентам, тем более квалифицированные работники впоследствии придут к нам и дальше помогут решать нам различные задачи, поскольку сейчас вот автоматизация мониторинга – это одна из приоритетных задач в стратегии развития арктической зоны, которую утвердил президент. Там именно прописано, что к 2024 году должна быть создана государственная система, но, естественно, без решений по автоматизации создание подобных систем было бы невозможно. Поэтому наука – это наше все. Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания.
Всего доброго. Упорный труд якутских ученых в сотрудничестве с бизнесом и властью – ключ к развитию региона. Биотехнологии или изучение Арктики, инновации из мира IT или решение проблем таяния вечной мерзлоты – именно на стыке фундаментальных и прикладных исследований рождаются технологии, благодаря которым наука развивается в полной мере, улучшая при этом жизнь простых людей. С вами была программа «Якутия Лайф» и я ее ведущая Ирина Ефимова. До свидания.